Уважаемые коллеги, добрый день. Нет в мире профессии более мирной, чем профессия учителя. Однако, в минуты опасности эти внешне спокойные и строгие люди яростно бросаются на защиту того, что им дорого – своих любимых, своих детей, своих учеников. В годы Великой Отечественной войны сотни тысяч педагогов сражались на боевых и трудовых фронтах, сменив привычные мел и указку на автоматы и токарные станки. А после победы они с таким же энтузиазмом и огнем в глазах вернулись к своей мирной профессии – учить и воспитывать молодое поколение. Сегодня в ходе нашей открытой лекции мы кратко расскажем вам о некоторых известных учителях-фронтовиках Коми АССР. Николай Федорович Гущин, учитель-фронтовик, герой Советского Союза. В 1940 году он окончил Сереговскую среднюю школу и работал учителем истории в 5-7 классах Выльгородской средней школы. 1 сентября 1941 года Николай Гущин был принят студентом первого курса исторического факультета Коми Государственного педагогического института. 12 января 1942 года продолжил учебу на отделении заочного обучения. Приказом номер 62 по Коми-педагогическому и учительскому институтам от 11 мая 1942 года Николай Гущин был отчислен из числа студентов-заочников в связи с мобилизацией в рабоче-крестьянскую Красную армию. В майские дни 1942 года началась для Николая Федоровича фронтовая жизнь. В городе, где формировались маршевые роты, Николай получает сержантское звание и обучает новобранцев. Он рвется на фронт, в действующую армию. В марте 1943 года его просьбу удовлетворили. На Волховском фронте он получил первое боевое крещение. Здесь же ему присвоили офицерское звание. Воевал он храбро, был умелым и бесстрашным командиром. Об этом не раз писалось во фронтовых газетах. В апреле 1944 года командир полка 294-й стрелковой Черкасской дивизии полковник Щелоков представил младшего лейтенанта Николая Федоровича Гущина к присвоению высокого звания Героя Советского Союза. В наградном листе кратко излагались его личные заслуги. В период наступательных боев, сообщалось в этом документе, Гущин исполнял обязанности командира стрелковой роты. Благодаря его умелому руководству он первым со своей ротой форсировал реку Буг без единой потери и обеспечил успешное продвижение вперед. В бою за город Бершадь он со своей ротой зашел в тыл противника и открыл ураганный пулеметный и автоматный огонь. Враг от внезапного обстрела с тыла в панике бросился бежать. В этом бою было уничтожено 125 солдат и офицеров противника и взято в плен 16 румын. В бою за населенный пункт Реча, где противник имел значительное превосходство в огневых средствах, Николай Гущин привел свою роту в боевой порядок. Он первым вступил в бой с противником, открыв пулеметный и автоматный огонь, и заставил противника в панике отступить. Николай Гущин со своей ротой первым вошел в освобожденную деревню Реча. В этом бою его ротой было уничтожено 95 солдат и офицеров противника. За проявленную храбрость, мужество
и самоотверженность, младший лейтенант Гущин удостоен правительственной награды, звания Героя Советского Союза. Документы ушли в Москву, а Николай Гущин продолжал свой ратный путь, очищал советскую землю от фашистских захватчиков. В июне 1944 года подразделение Николая Гущина вступило в бой за командные высоты под Яссами на участке 52-й армии. Высоты находились в руках немцев и решали исход боев за крупный румынский город. Были мощным заслоном на пути наступательных боев советской армии. Был жаркий июньский день. С утра разгорелся за высоты жестокий бой. Вся местность была усыпана минами, огневыми точками, оплетена частоколом проволочных заграждений, извилистыми линиями траншей. Роты сражались за право водрузить красный флаг на этих высотах. Флаг переходил из подразделения в подразделение. Много бойцов пало на склонах этих высот. Николай Гущин рывком бросается вперед, чтобы подхватить эстафету от раненого солдата. Прячась за выступы камней, он делает еще несколько бросков вперед. За его спиной гремит могучее «Ура!». Главное не потерять темп наступления. Еще несколько минут, и цель будет достигнута. В первой и во второй траншеях уже идет рукопашный бой. Николай Гущин снова делает бросок. И вдруг все поплыло. Закачалось перед ним. Он упал, крепко сжимая древко флажка. Кто-то его подхватил. В ушах все тише и тише гремел бой. Он на минуту открыл глаза и увидел бездонное голубое небо. Улыбнулся подбежавшим товарищам и радостно воскликнул: «Вперед! Высота наша!» Он пал смертью героя 16 июня 1944 года. Николая похоронили в братской могиле в освобожденных от немцев Яссах. А было в ту пору Николаю Гущину 20. Этот жаркий бой запомню до смерти. Строчка взята из дневника фронтовика Прокопия Федотовича Аншукова. Он родился 8 июля 1920 года в деревне Скидской Усть-Сылимского района. Начальное образование получил в школе деревни Степановской. В послевоенное время Прокопий Федотович учительствовал в Карворучейской средней школе. Жизненный путь ветерана Великой Отечественной войны отражен в его дневнике, который велся им на протяжении 2 десятилетий, с начала 40-х по 1961 год прошлого столетия. Дневник позволяет проследить фронтовой путь солдата. Военная служба Прокопия Аншукова начиналась в Саратове. В начале июня 1941 года он описывает сборы пулеметчиков, сопровождающиеся еще мальчишеской бравадой. Вот, постреляли. Запись от 13 июня имеет непосредственное отношение к надвигающимся грозным событиям. Дивизия снялась по тревоге. Чувствуется что-то необычное. Получили новое вооружение. 19 июня датируется запись о прибытии в Гомель. Последующие записи, сделанные в июле, свидетельствуют о крайне тяжелой ситуации. Из 2 ДС обстреляли группу. До 10 человек осталось. Выставляем охранение. Этот жаркий бой запомню до смерти. Ситуация изменилась к лучшему в середине августа. 15 августа автор пишет, что солдаты проводят себя в порядок. Судя по записям, до середины сентября армия отступала.
Записи в это время делались нерегулярно. Они лаконичны и не содержат подробностей. К записи от 3 октября еще одна приписка карандашом. 2 окружения. На одной из страниц прочитываются отдельные слова и фразы. Утром отходить было некуда. Выхода нет. Пищи никакой. И так до 7 октября. В следующей записи прочитывается фраза: «Лежим в окопчиках, сил не хватает». Наконец, 13 ноября он пишет: «Рады, что наконец-то освободились». Это был самый тяжелый для автора дневника период войны. Судя по упоминаемым географическим названиям, все это происходило на границе Белоруссии и Смоленской области. Записи 1943 и 1944 годов позволяют проследить многие стороны жизни солдата пулеметной роты, от рядового воина до старшины командирского взвода. Сохранилась часть записи о назначении Прокопия Федотовича командиром взвода, которая свидетельствует о понимании возложенной на него ответственности. «Ведь мне доверили людей. Я с честью должен оправдать это доверие», писал он в своем дневнике. В начале сентября появляются первые записи об успехах Красной Армии. Известия по радио освобождают города, села, области. Октябрем 1943 года датируются записи о продвижении армии на запад. «Завтра выступаем. Курс на запад. Вот потопаем. Все готово». Прокопий Федотович прошел дорогами войны от Гомеля до Берлина. О пройденном пути говорят его награды: медали за отвагу, за боевые заслуги, за взятие Кёнигсберга, за освобождение Варшавы, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Коми-солдат был демобилизован в мае 1946 года. После демобилизации он прошел 3-месячные курсы подготовки учителей начальных школ при Институте усовершенствования учителей в городе Сыктывкаре, по окончании которых получил назначение в Караворучейскую 7-летнюю школу в родном Усть-Сылемском районе. В период с 1949 по 1953 год учился заочно на физико-математическом отделении Учительского института при Коми Государственном педагогическом институте. С 1953 по 1971 год преподавал физику и математику. Работал завучем, а затем директором Караворучейской школы. Неоднократно проходил стажировку в Институте усовершенствования учителей в Сыктывкаре. Его педагогический профессионализм отмечен нагрудным значком «Отличник народного просвещения РСФСР». Александр Васильевич Уляшев, учитель-фронтовик. В декабре 1942 года с урока физики девятиклассника Сашу Уляшева вызвали в военкомат. В военкомате Уляшеву объявили, что он призывается на службу в армию и скоро будет отправлен учиться в военное училище. Александру тогда едва исполнилось 17 лет. До окончания школы оставалось всего полгода. У выпускника по всем предметам были отличные оценки, и руководство школы выдало призывнику аттестат о среднем образовании. Так Александр Уляшев стал курсантом военного пехотного училища. В августе следующего года батальон, в котором служил Александр Уляшев, был отправлен на фронт. Курсантов определили в 3-ю танковую армию, которую после Орловских сражений перебросили на Воронежский фронт. Эта армия с боями наступала на Киевском направлении. В сентябре участвовала в боях при форсировании Днепра. Несмотря на непрерывную бомбежку
и артиллерийский обстрел саперы батальона, где служил Уляшев, обеспечивали переправу наших войск. Здесь солдат Уляшев получил боевое крещение, а многих его воинов-однополчан поглотили воды могучей реки. На правом берегу Днепра сопки и овраги. Там танкам действовать было весьма сложно. А вот саперам работы было много. Жестокие бои не прекращались. Один из них Александр Васильевич помнил, как будто это было вчера. Танковая советская армия с юга двигалась на Киев. Танки могли идти только в одну линию. Для очистки дороги от мин саперный взвод посадили на боевые машины. Александр Уляшев тоже разместился на броне одного из танков. Первые боевые машины перескочили через мост, а четвертая от попадания вражеского снаряда рухнула вместе с остатками моста во враг. Пятый танк чуть задержался, и это стоило жизни экипажу. Снаряд угодил в лобовую броню, а саперов ударной волной снесло с него. Рядовой Уляшев потерял сознание. Очнувшись, он увидел, что его танк горит. Вдруг страшный взрыв разворотил боевую машину. Александра Васильевича контузило, и он потерял сознание. Из-за контузии коми-боец стал плохо слышать, но в госпиталь идти отказался. И снова бои. Солдат Александр Уляшев принимал участие в освобождении Киева, а затем и других городов и населенных пунктов Украины: Фастов, Бердичев, Житомир, Проскуров, Львов, Перемышль. Затем были бои по освобождению Польши, форсирование многих рек, в том числе Вислы и Одера. За боевые заслуги Александра Васильевича Уляшева наградили орденами Красного Знамени, славы третьей степени Отечественной войны, 2 медалями за отвагу, медалями за взятие Берлина, за освобождение Праги, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Прошагав 2 года по фронтовым дорогам, Александр Васильевич вернулся в родное село Помоздино, где стал работать учителем математики и физики. Затем стал директором Помоздинской школы. Напалков Дмитрий Георгиевич, заслуженный учитель школы Коми АССР. В 1941 году, после окончания исторического факультета Коми Государственного педагогического института, был направлен на работу учителем истории в Усть-Усинскую среднюю школу. Когда началась война, мы учились в Сыктывкаре, в пединституте, вспоминал Дмитрий Георгиевич. Нам оставался последний экзамен по педагогике, назначенный на 25 июня. Нас попросили сдать его досрочно, чтобы отправиться на фронт. К сожалению, из-за болезни меня направили не на войну, а в Усть-Усинский район директором Новикбожской школы. Потом перевели в Усть-Усу, где стал работать учителем географии и истории. В апреле 1942 года Дмитрий Георгиевич ушел добровольцем на фронт. Пешком добрался до Кожвы, а затем на поезде до Архангельска. В Архангельске новобранцев обучали военному делу. В мае 1942 года Дмитрий Георгиевич Напалков прибыл на Волховский фронт. По-настоящему понял, что такое война, когда во время переправы через реку Волхов попали под артобстрел, вспоминал Дмитрий Георгиевич. 2 машины с ранеными были разбиты полностью. Вскоре коми-бойца в составе особого минометного батальона направили в полк, где прежде служил наш земляк, герой Советского Союза Николай Оплеснин. Командиры полка знали настоящими отцами для солдат,
Они учили воинов премудростям, которые помогали выжить. Дмитрий Георгиевич вспоминал один очень тяжелый бой, когда пришлось вести настолько плотный огонь, что миномет буквально раскалился. После оборонительных боев, продолжавшихся до середины 1942 года, части Красной Армии попытались прорвать кольцо Ленинградской блокады, но безуспешно. Зато нам удалось нарушить планы врага и оттянуть на себя немецкие части, готовившиеся к переброске на Кавказ и под Сталинград, вспоминал Дмитрий Напалков. После одного из сражений под Ленинградом наше подразделение попало под окружение. Когда прорывались из него, был ранен, очнулся уже в немецком плену. Об этой поре в своей военной судьбе Дмитрий Напалков рассказывать не любил. Ведь фашистский плен для советского бойца – это медленная, голодная смерть. Дмитрию Георгиевичу Напалкову удалось выжить в плену. После демобилизации из армии в ноябре 1945 года Дмитрий Георгиевич продолжил работать в Усть-Усинском районе учителем, затем директором школы, затем инспектором районного отдела народного образования. Сергей Лукич Куликов, заслуженный учитель Коми АССР, награжден орденом «Знак почета», фронтовик, прошедший всю войну. Сергей Лукич Куликов родился в селе Межадар в 1921 году. Еще до войны учился в Коми-государственном педагогическом институте. В октябре 1939 года со студенческой скамьи был призван в армию. Осенью 1940 года в звании сержанта был направлен на финскую границу, где и встретил войну. От Пскова до Чехословакии прошел его боевой путь. Служба его продолжалась и после войны. Демобилизован был лишь в январе 1947 года. После службы вернулся домой, продолжил учебу, окончил Коми-пединститут с красным дипломом и был направлен в село Сторожевск. 37 лет обучал и воспитывал детей в Сторожевской средней школе. Более 20 лет был директором школы. В 1987 году ушел на заслуженный отдых. Много лет Сергей Лукич был активным участником художественной самодеятельности. В республике известен как поэт-переводчик и писатель. В его багаже около 130 своих и переведенных стихов, 30 рассказов, очерков, воспоминаний. Особое место в его поэтическом творчестве занимают переводы текстов песен и стихов о Великой Отечественной войне на коми-языке. Сергей Лукич имеет много боевых и трудовых наград. Награжден орденом «Знак почета», медалями за отвагу и за победу над Германией. Исаков Николай Андреевич родился в 1918 году в деревне Шижам Айкинской волости Яринского уезда Вологодской губернии. Ныне это Усть-Вымский район. Учился в Шижамской начальной школе, Гамской школе. После окончания в 1934 году Айкинской политехнической школы был направлен учителем труда в село Карткирос. В 1938 году Николай Исаков заочно окончил Сыктывкарское педучилище и поступил на филологический факультет Коми-пединститута. Начало Великой Отечественной войны прервало его учебу. С 24 июня 1941 года Николай Андреевич в действующей Красной армии. Воевал в составе 3-го
Сталинградского механизированного корпуса, участвовал в Сталинградской битве, освобождал Белоруссию, Прибалтику, участвовал в боях против Японии на Дальнем Востоке, в Китае. Войну закончил в Харбине. Демобилизовался в 1947 году в звании старшего лейтенанта. За боевые подвиги награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, медалями за оборону Кавказа, за победу над Японией. С 1947 по 1978 годы Исаков работал в Айкинской средней школе учителем русского языка и литературы. Являлся директором школы. Награжден знаком «Отличник народного просвещения», медалью «Ветеран труда». Николай Федорович Некрасов родился в 1907 году в селе Гам. В 1923 году окончил Гамскую неполную среднюю школу. Заочно окончил учительские курсы и, получив специальность учителя начальной школы, молодой педагог учил детей в Княжпогосте, Межеге, Гаме. В марте 1942 года Николай Федорович был призван на фронт. В Великом Устюге прошел военную подготовку. Первое боевое крещение получил в Сталинградском сражении. Николай Федорович Некрасов с боями прошагал пол Европы. Воевал в Румынии, Венгрии. В одном из боев был тяжело ранен. После долгого лечения в госпитале города Тбилиси его демобилизовали. В 1946 году в поселке Жешерт открылась начальная школа, и Николая Федоровича назначили директором этой школы. Под школу Жешерский фанерный завод выделил барак. Трудно было начинать работу. Не хватало мебели, учебно-наглядных пособий и письменных принадлежностей. Но учитель-фронтовик приложил всю свою энергию, знания, чтобы школа работала, и дети могли учиться. Николай Федорович награжден медалью за оборону Сталинграда, орденом славы третьей степени. Дмитрий Яковлевич Кутин родился 28 сентября 1922 года в селе Гам в семье учителя. В 1934 году окончил Якскую начальную школу, в 1937 году Гамскую неполную среднюю школу и поступил в Сыктывкарский лесотехнический рабфак. После окончания 2 курсов перешел на естественно-географическое отделение учительского института. Всего 1,5 месяца Дмитрий Яковлевич успел поработать учителем биологии в Объявческой школе. В октябре 1941 года Прилузским военкоматом был призван в армию. Военная дорога Дмитрия Кутина начиналась с Борисовского военно-инженерного училища, где курсантов учили стрелковому и минно-взрывному делу. Учеба закончилась в июле 1942 года, и его определили в 422-й отдельный саперный батальон, который входил в состав 256-й стрелковой дивизии. Эта дивизия держала оборону и вела упорные бои на юго-западном побережье Ладожского озера, около станции Жихарева в городе Ленинграде. В прорыве блокады Ленинграда Дмитрий Кутин был тяжело ранен. Но после госпиталя он вернулся в свой полк. Со своими однополчанами он шел вперед, к победе, которую встретил в городе Кулдиги в Латвии. Демобилизован в декабре 1945 года. После войны Дмитрий Яковлевич работал учителем биологии и географии в Гамской школе. В 1952 году его назначили заместителем директора Айкинской средней школы.
С 1956 года по 1960 год он возглавлял Усть-Вымскую среднюю школу. В течение 17 лет являлся директором заводской средней школы рабочей молодежи в поселке Жешерт. За боевые подвиги Дмитрий Яковлевич награжден 12 орденами и медалями. Славную страницу в летописи Великой Отечественной войны внесли учителя-фронтовики. Константин Дмитриевич Ушинский подчеркивал значение личного примера в воспитании подрастающего поколения. Воспитать патриота и гражданина, любящего Родину и готового ей беззаветно служить, сформировать характер стойкий, способный к преодолению любых трудностей, увлечь молодые сердца и умы жаждой знания, с такой трудной и почетной задачей может справиться только тот учитель, в котором его воспитанники видят образец яркой личности, посвятившей себя служению людям. И тогда они на всю жизнь сохранят к нему чувство уважения и благодарности. Мы с благодарностью вспоминаем воинов, отстоявших мир на этой земле, разрушивших фашизм. Уважаемые коллеги, поздравляем вас с наступающим праздником 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Благодарим вас за внимание.